Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Спасибо всем. Дорогие друзья, сегодня у нас особый, торжественный и без всякого, в данном случае, преувеличения, исторический день. День правды и справедливости. Не могу не вспомнить о том, как формировался Советский Союз, когда Россия создавала современную Украину. Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории, исторические территории самой России вместе с населением, которого никто не спрашивал о том, где, как хотят жить люди, как они хотят устроить будущее своих детей, в каком государстве. И при развале Советского Союза произошло то же самое. Элиты решали все между собой, миллионы простых граждан никто ни о чем не спросил. И только сейчас, только современная Россия предоставила людям, проживающим в Луганской Народной Республике, в Донецкой, в Запорожье, в Херсоне, право выбора. Люди пришли на референдум и сделали этот выбор. Быть со своей исторической родиной, с Россией. Только один эпизод из того, что происходило 2, 3, 4 дня назад. Выборы в Луганске. Люди стоят в очереди на улице на один из избирательных участков. И начался артиллерийский обстрел. Снаряд упал рядом, но недалеко. Никто не покинул очереди на избирательный участок. Удивительно. В течение десятилетий у этих людей пытались вытравить их историческое сознание, уничтожить их традиции, запретить говорить на своем родном языке, запретить культуру. Ничего не удалось. Эти люди в сердце пронесли любовь к своей исторической родине и передали это своим детям. И поэтому мы говорим, Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестер, она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой! Но мы знаем, кому мы обязаны сегодняшним днем, сегодняшним торжеством. Мы обязаны нашим героическим солдатам и офицерам, ополченцам Донбасса, добровольцам. Мы сегодня с вами здесь, на Красной площади, но они не на параде, они в бою. Они героически защищают выбор людей, который был сделан несколько дней назад. Я знаю, о чем я говорю. Именно героически. И поэтому в знак поддержки, благодарности, в знак признания их заслуг, за их героизм и самопожертвование, предлагаю отсюда, с Красной площади, послать им сигнал нашей поддержки, уважения и преклонения перед их жертвенностью и перед их героизмом. Предлагаю сделать это громко, так, чтобы за 1000 километров они услышали голос Красной площади. Трехкратным «Ура!». Набрали воздуха и по моей команде на счет 3. 1, 2, 3! Ура! Ура! Ура!
Дорогие друзья, мы сделаем все для того, чтобы поддержать наших братьев и сестер и в Запорожье, и в Херсоне, и в Донецке, и в Луганске. Мы будем делать все для того, чтобы обеспечивать безопасность, повышать уровень безопасности на этих территориях и для этих людей. Мы будем делать все для того, чтобы возрождать экономику, восстанавливать инфраструктуру, строить новые школы, другие учебные заведения, больницы и поликлиники. Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде сила, а значит победа. Победа будет за нами! Спасибо. Удачи. Звучит гимн.